Новый год в историческом парке начался с праздника для семей участников СВО и многодетных семей. Более 330 детей и их родители приняли участие в мероприятии. Проводим специально вот в таком замечательном месте музее «Россия. Моя история». Поддержка Русского географического общества. И все лето мы тоже вот занимаемся благотворительностью, возим бесплатно на катамаране по реке Лена, на Ленские столбы, на Тукуланы, на острова реки Лена. Вот. И продолжаем вот так вот новогодние праздники тоже не забываем. Вот. Второй год уже вот мы проводим Новый год. Очень хорошо, дети довольны. Артисты Государственного цирка Республики Саха-Якутия имени Марфы и Сергея Расторгуевых провели новогоднее представление. Сотрудники парка организовали экскурсии, квесты, игры с аниматорами и мультипликационный показ. Волонтеры Русского географического общества подготовили новогодние подарки для всех семей. Праздник прошел в радостной атмосфере в канун Рождества. С Новым годом и Рождеством! Ура! Состоялся публичный отчет музейного комплекса «Россия. Моя история» о результатах работы за прошлый год, где подведены итоги ключевых мероприятий и выставочных проектов. Публичный отчет – это такой был первый опыт для нашего учреждения. Дело в том, что в системе образования, куда мы перешли в 2024 году, это общепринятая форма, на которую приглашаются все социальные партнеры, руководители государственных органов власти, муниципальных органов власти, наших партнеров, где мы рассказываем о нашей работе за ушедший год, уходящий год. В этом плане это, конечно, было ново для нас, но вместе с тем понимаем, что это нужно. Результаты наши, они заслуживают того, чтобы быть отмеченными. Сеть исторических парков включает в себя 26 комплексов по России, которые посетили 4,5 миллиона человек. Исторический парк в Якутии занимает 10-е место по посещаемости среди российских парков и 4-е место по отношению к численности населения региона. В прошлом году парк посетили более 126 тысяч человек. Мультимедийный центр. И тут, конечно, это чувствуется мультимедийный подход. Да? Вот здесь видите, сколько экранов, и каждый экран работает самостоятельно. Можно смотреть это все, разглядывая, и заодно и слушая лектора отчет тогда. Поэтому это очень интересно. Это же общественное пространство, общественный центр, где должны собираться люди разных социальных слоев, здесь, и что-то вот видеть, которое их объединяет. И он как раз эту задачу он и выполняет. В 2023 году мы здесь провели форум Сибири и Дальнего Востока в АйПик «Восточный вектор». Мы здесь собрали 2 федеральных округа, Сибирская и Дальневосточная, именно на этой площадке. И здесь мы обсуждали вопросы, как сохранить наши объекты культурного наследия. Понимаете, вот здесь, на этой территории. И все, кто был, тогда наши гости, вот со всего Дальнего Востока и Сибири, они просто были, приятно даже удивлены. Вот здесь вот именно работает вот центр, да, и вот как все удобно, на разных площадках можно собираться, работать там, да, поэтому довольно-таки мы плодотворно поработали. Поэтому и считаю, что год отработан, на очень хорошую оценку, и в дальнейшем перспективы очень огромные. Мы поделились нашими планами на предстоящий год. Это мероприятия, связанные с юбилеем Великой Победы. Это большая задача, которая перед нами поставлена руководством республики, создание музея специальной военной операции и ее героям. Также мы будем дальше интегрироваться в систему образования. Вот в настоящий момент здесь проходит мероприятие, буквально сейчас, зимняя школа навигаторов детства, с которой мы как раз-таки обсуждаем перспективы нашего дальнейшего взаимодействия. Это и онлайн-уроки, и самые разнообразные мероприятия в рамках Дней единых действий, которые приурочены к памятным датам России, значимым событиям истории нашей страны и республики. Зимняя школа навигаторов детства реализуется в рамках национального проекта «Образование. Патриотическое воспитание России». Мероприятие ежегодное и направлено на поддержку советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими организациями. В этом году в программе участвуют 120 советников из Якутии. Проект поддерживается Федеральным агентством по делам молодежи. Сегодня у нас началась образовательная смена «Зимняя школа навигаторов детства».
Она уже проходит в этом году 3-й раз. И 2-й год у нас площадкой является именно исторический парк «Россия. Моя история». У нас в республике работает более 800 специалистов. Это муниципальные кураторы, это советники директора по воспитанию, их 766 человек, и они заточены именно на патриотическом воспитании детей и молодежи. То есть они по знаменательным датам проводят дни единых действий, и как раз по этим дням единых действий в историческом парке проходят мероприятия. Да? Выставочные экспозиции меняются, и поэтому нам очень удобно работать с историческим парком в плане того, что контент исторического парка как раз подходит под наши дни единых действий, которые проводятся в школах. У нас приехали люди из арктических районов, охвачены где-то более 20 районов республики, да, кто смог приехать. И каждый год у нас участники зимней школы меняются. Значит, получается, мы в течение 3 лет охватили более 500 советников директора и муниципальных кураторов. Мы проводили в прошлом году конкурс «Лучший конспект занятия» для создания учебно-методического комплекса для дошкольных образовательных учреждений. Он называется «Орлята дошколята». Это основывается на трудах и философии Алексея Алексеевича Кулаковского «Эксекуляр Алексей». То есть ненавязчиво, а в игровой форме детям начальной школы передается наследие Кулаковского. То есть это история, да, это фольклор. Получаем энергию, опыт приобретаем, да, чтобы дальше работать, использовать то, что мы здесь получили, используем в своей работе. Ну, то есть для эффективной работы всегда человек должен обучаться. Если человек будет, грубо говоря, вариться в своей каше, не обучаться, да, тогда эффекта не будет, результата не будет. Это возможность постичь чей-то опыт и применить уже у себя непосредственно в Нерминском районе. Воспитание патриота – это прежде всего воспитание человека, который любит свой собственный родной край, участвует в его жизни вместе с родителями и стремится к тому, чтобы развивать себя в дальнейшем, уже становясь более взрослым человеком. В рамках всероссийской акции «Ночь истории» в историческом парке прошла практическая реконструкция, посвященная изучению святочных гаданий на основе якутского этнографического наследия Танха. С этим человеком вы познакомитесь, и он станет вашей судьбой в этом году. Это зависит от человека. Если он в это верит, то это исполняется. Если нет, то он может и забыть, и может и не исполниться. Это 50 на 50. Но это выходит из-за нерешительности, из-за каких-то личных проблем. И поэтому обращаемся. Очень интересно, прям говорят. Некоторые молчат. Не хотят отвечать, но я заново попыталась, и он ответил. Танха – сакральное время гаданий и предсказаний, когда народ Саха обращается к традиционным методам, передаваемым из поколения в поколение. Гости узнали о древних якутских традициях, связанных с Танха, погрузились в мир фольклорных страшных историй и исследовали влияние на современную культуру. Мы не проводим гадания, мы проводим реконструкцию гаданий святочных и якутских. Какими они были, допустим, в этнографический период, описываемый рядом авторов, допустим, 19 век, начало 20 века, вообще 20 век в целом. Также, помимо этого, получается, мы проводим, основной упор делаем на научно-популярную, получается, часть мероприятия. Представители якутской науки провели познавательные лекции. Алина Решетникова-Осаковская, сотрудник Музея музыки и фольклора народов Якутии, рассказала о феномене страшных историй в фольклоре. Айталина Федорова, представитель Сибирского отделения Российской академии наук о якутских страшилках как жанре городской культуры, а методист исторического парка Анатолий Семенов об истории Танха. И это время считается одним из самых таких мистических, где наш мир, и мир, скажем, духов, он максимально соприкасается. И в это время наши с вами предсказания, наши с вами гадания, и даже сны, они становятся более точными. Это все по мифологии, по народному преданию. И вот это время Танха мы сохранили в своей культуре. Пронесли через века, все через, лес годы, и он успешно существует в нашем современном мире.
Мероприятие привлекло любителей мистики, этнографии и культурного наследия Якутии. Мы не ожидали то, что здесь именно вся графика, даже будет демо-версия игры Сеттерсир и очень много таких вот торговых лавок, гаданий. Вообще очень все классно сегодня, и мы удивлены от такого масштаба. Все очень круто организовано. Вот. Вы готовили очень хороший, и тут много интересный. И тут еще красивее очень. Мероприятие очень интересное, познавательное. Мы сходили на лекцию, услышали очень много интересных историй. Желаю мероприятию, конечно же, дальнейших успехов и удачи вам. А сейчас я вам расскажу, какие выставки работают в историческом парке «Россия. Моя история». За моей спиной выставка 100 именных алмазов. И посвящена она алмазам, добытым в Якутии, которые были названы в честь именитых людей нашей республики. Также у нас функционирует выставка «ОМОН Бизон» на страже Отечества и временная выставка без срока давности. Функционируют и постоянные экспозиции, такие как «От великих потрясений к Великой Победе» и 1945 год, 21 век. К столетию золотодобычи в Якутии компания «Полюс» совместно с Политехническим музеем города Москвы представляют выставка «Золото рядом». Сегодня золото – это не только украшение, но и важнейший элемент высоких технологий. Узнайте, как добывается золото и как оно влияет на нашу жизнь. Исторический мультимедийный центр «Россия. Моя история. Якутск». История в каждом слитке. А также в скором времени у нас откроется выставка, посвященная блокаде Ленинграда. Открытие будет приурочено к дате окончания блокады. Медиацентр «История» и мы приглашает в мир видеопроизводства исторического парка «Россия. Моя история». Мы предлагаем интернет-трансляции, многокамерную съемку, услуги видеооператоров, фотографа и режиссера монтажа, а также создание видеосюжетов и телепередач. Ждем вас по адресу город Якутск, улица Уткина, 5.